Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы пытаннічкі. І наша сённяшняя госця гэта самы малады дэпутат Мінгарсавета, але я думаю, што не тое галоўнае стала прычынай нашай сённяшняй размовы, што самы малады, а менавіта тое, што, відаць, гэта адзіны дэпутат, вот калі браць усіх дэпутатаў усіх узроўняў, якія ёсць у Беларусі, пасля падзей 9 жніўня сама сказала, як это учора падчас сустрэчы з выбаршчыкамі вашымі прагучала гэтая фраза: «Людзі, забярыце мяне адтуль з гэтага дэпутатства». Такім чынам, Вольга Цесакова. Добрый день, спадарня Вольга. Здравствуйте, здравствуйте. Спадарня Вольга, а давайте вось, можа быць, не адразу быка за рага, а крыху да гісторыі. А як вы ввогуле патрапілі ў дэпутаты? Таму што у нас ж прынята лічыць, што, ну, прынамсі, апошнія ўжо гадоў 20 дэпутатаў не выбіраюць, а прызначаюць. Вот што ёсць спісы, которые узгадняюць. Так вось, вас узгаднілі? Наверное, да. Я не знаю, просто с моей ситуацией все выглядело достаточно спонтанно. Я была в активе Белгосуниверситета практически всю свою учебу, возглавляла координационный совет Белгосуниверситета, занимается конкретно вопросами общежитий. Вроде у меня все получалось. И накануне, собственно, выборы, да, 18-й год, мы про это узнаем, и в какой-то абсолютно неформальной беседе, я даже не знаю, кто из ребят предложил, а давай попробуем, вдруг у нас получится. То есть по принципу, а ці не сходить тебе у депутата? Да, потому что, ну, как-то было представление, что как бы студсоветы в общежитиях занимаются примерно теми же вопросами, что местные советы в районе, да, то есть просто шире область действий и спектр вопросов. Так как это, ну, повторюсь, вроде бы неплохо получалось, решили, а почему бы не попробовать? Это был определенный, не знаю, опыт для всех, потому что первый раз участвовали достаточно молодые студенты, то есть вся моя инициативная группа, мы не работали там с преподавателями, это все были студенты. Плюс, конечно, был момент, что это сама предвыборная вот эта кампания попала на сессию, потому что вот это декабрь, январь, как бы, но ребята собрались, возможно, кто-то верил даже больше, чем я, что у нас все получится. Естественно, мы поставили в известность руководство, ректор Белгосуниверситета, тогда это была Бламейко, нас поддержал, как бы сказал, почему бы и нет, дорогу молодым, вдруг получится, и получилось. Я, если честно, до последнего не верила, что что-то получится. Ведаеце, неяк адзін з былых дэпутатаў Мінгарсавета, там ужо нейкага там склікання за штукі 2 да вашага, расказаў мне, ну, так сказать, па сакрэце такую сітуацыю, што іх-то вот яшчэ нават падліку галасоў не было, а іх уже сабралі і сказалі: вы будучыя дэпутаты сталіцы Беларусі. Так што мы прыйшлі тут, мы вас сабралі, каб тут апошні раз тут на вас паглядзець, кастинг такі канчатковы правесці. У вас ничего такого не было? Нет, вы знаете, я до последнего не знала результаты. То есть мне, наверное, позвонили с самого утра после выборов, вот когда протоколы вывесили, то есть я их даже с вечера я не видела, я легла спать, я очень переживала, и мне кто-то из знакомых тоже позвонил и сказал: представляешь, у нас получилось. Я, честно, думала, что меня разыгрывают. Понятно, что мы знакомились с администрацией района Московского, ну, как бы это естественно, если ты идешь на выборы представлять округ этого района, то, ну, нужно посмотреть и нам, с кем работать, да, мне лично, и администрации района увидеть, что за человек, потому что все-таки студенты не пересекаются обычно никак с районными вопросами. Добра, і вось у 18-м годзе вы сталі дэпутатам Мінгарсавета.
2 гады вы там працавалі, і тут здарыліся чарговыя прэзідэнцкія выбары, здарылася 9 жніўня. І от што, чаму вот раптам вы вырашылі, што ўсё, досыць? Знаете, я была достаточно аполитична и не лезла во все эти вопросы. Лично мое было мнение, что ну, мы живем, как-то вроде неплохо. Вопросы политики не затрагивали лично меня, моих близких, знакомых, людей, с которыми я как-то пересекалась, ну, как мне казалось, да, в районе. Мы никогда не обсуждали вопросы политики. И казалось, что все будет хорошо. И тут происходит, да, 9, 10, 11 число, то есть не сколько 9 послужило катализатором, а сколько события после. И опять-таки одно дело это видеть в интернете какие-то видео, да, после того, как он появился. Совершенно другое дело, когда это твои знакомые выходят с гематомами, с абсолютно невероятными историями, когда ты уверен, что как бы 100% гарантия того, что люди не участвовали в митинге, они просто оказались там случайно, опять-таки в связи с отключением интернета, ты не знал, что происходит. Ну, 9 числа было понятно, да, что люди будут выходить недовольные результатами выборов, ходом вообще этой кампании. Но то, что 10-11 будет происходить, это затронет и спальные районы, да, то есть та же самая Пушкинская, Каменная Горка, было удивительно. А жизнь-то на этом не останавливалась. Это понедельник, вторник, обычные рабочие дни. И люди никак не могли предположить, что они станут невольными жертвами жестоких разгонов. И вот это мне показалось невозможно в 21 веке в демократичной стране, чтобы у нас были невинно пострадавшие. Как вообще такое может быть? Ну, добра, гэта вас, ну, скажем так, вельмі абурыла як чалавека. Да. А потым вот вы думаете, я депутат, я ж магу добиться нейкай справедлівасці. Да, я ждала, что Горсовет сделает официальное обращение по ситуации. Ну, потому что у нас сейчас, к сожалению, нет понятия уникальности и персонализации человека. И пока я депутат, и даже сейчас, что я говорю, очень многие будут примеривать это как мнение всего депутатского корпуса, но это совершенно не так. Поэтому я ждала официальное заявление, как-то так, что... Какая будет официальная позиция? То есть, может, у нас будет один план действий, как мы будем работать слаженно. То есть, возможно, не придется тянуть это кому-то одному, а мы все коллективно выработаем какую-то схему решения. Потому что вот как раз-таки, как мое личное мнение, местные советы, которые представляют народ, должны были максимально скооперироваться с народом. Да, и начать работать. И, собственно, вот было 16, наверное, августа, нет, не 16, 15, суббота была, первая после выборов, написали вот это официальное обращение к гражданам с посылом, что мы мирные люди. И как-то мне показалось, этого недостаточно. Ну как? То есть Ну, мы... мирные, да, Мирные. Так вот, а дальше что? Что делать с тем, что происходило всю неделю? Потом был первый марш, воскресенье, на который я сходила еще с одним депутатом. У нас был плакат «Депутаты против насилия». Я считаю, что мы выражали общую вот в этот момент какую-то тему, да, что мы мирные люди, и мы против того, что происходит. Но мало быть против, надо, наверное, что-то с этим делать. Увидела людей, там послушала какие-то истории и поняла, что с такой позиции просто сказать «да, мы это не одобряем», ну нельзя так. И я написала заявление об уходе, получается, 17 августа. И, соответственно, вот этот месяц, то есть пока у меня были действующие полномочия, я еще больше окунулась в вопросы людей, в их проблемы, столкнулась с официальными ответами. Ну, собственно, это как бы было ожидаемо, да, что это там не входит в компетенцию, например, Мингорсовета. И что-то расследуется, что-то делается, но конкретики никакой не было.
Мне кажется, что вот в этот момент мы должны были выложиться на максимум. Ну, я так разумею, што вот калі ўсё ж таки, ну вот у дэпутата ёсць думка, што дэпутацкі корпус Мінгарсавета павінен выказаць нейкае сваё меркаванне, ёсць нейкая там працэдура, дэпутат выходзіць з ініцыятывай, давайте вот на сесіі, там на пасяджэнні разгледзім вот это пытанне, распрацуем нейкую, можа быць, зварот, звернемся, можа быць, у МУС там ці у гарадскую міліцыю, каб яны патлумачылі, каб расказалі, што робіцца. Вот, ну, как бы, ну, логично так. Понятно, что этот месяц были локальные обращения, то есть сессию мы внеочередную не собирали, ждали очередной, которая состоялась в прошлую пятницу. Локально на местах работали, получали ответы, и вот на мое предложение мне пообещали, что вот как раз-таки будет представитель, который нам доложит, потому что в первую очередь нужно было как-то объяснять гражданам, что происходит в стране. Плюс была выдвинута инициатива создания комиссии, расследующая насилие, на что нам сказали, что есть такая комиссия создана в Палате представителей. На наш логичный вопрос, почему бы нам как-то не объединиться, потому что все-таки мы как раз представляем тоже город Минск и максимально заинтересованы в решении вопросов людей, которые к нам идут. Этот вопрос как бы должен был быть вынесен на сессию, но он не попал просто в повестку. По какой причине, мне неизвестно. И получается, что мы из того, что надо было сделать, опять ничего не сделали. У краіне адбываецца вот такая сітуацыя. Кожны дзень нейкія там лакальныя акцыі пратэста ва ўсіх спальных раёнах. На выходныя вялізныя маршы у цэнтры горада. І ў гэты час дэпутаты абмяркоўваюць што? Ну вы же сами вчера были на встрече, да, мы начали с подведения итогов смотра конкурса на лучшую скамейку города Минска. Вот, ну и определенные перестановки по бюджету, в который входил как бы там в одном из приложений среди многих пунктов закупка бронежилетов. Вот, не знаю, насколько досконально... Для депутатов? Нет, не для нас. Там такой отдел называется «Национальная безопасность». Наверное, для наших защитников, да, как это называется? Атрымліваецца так, што вот у краіне адбываецца невядома што, людзі пішуць скаргі у следчы камітэт, у прокуратуру, абураюцца тым, як дзейнічаюць сілавікі, інтэрнэт запоўнены відэа жорсткімі разгонамі, людзі расказваюць свае гісторыі, а дэпутаты ў гэты час вызначаюць, у якім раёне лепшая лавочка была поставлена. Потому что вот как раз сегодня читала комментарий один под статьей вот на эту тему, что благоустройство города – это очень важный вопрос, который должен быть рассмотрен незамедлительно. Вы знаете официальную позицию, да, что никаких избиений не было. У нас все хорошо, и как-то... Даже не знаю, что... А дзяўчаты этими фарбами для волосов, там, для вачей малявали видите, синяки. я тоже с синей краской. Ага. Это остатки у них были, я попросила поделиться. То есть вот яны там малявали синяки, а потым засталася, вы намалявали себе в голову. Да, да. Ну, а ввогуле, депутаты, ну, вот якое вот стаўленне? Там же ж ёсць нейкае кулуары, там курылачкі, там кафешкі, там селі. Ну і как, мы прагаласуем-то так, но самі мы, ну вот ввогуле, як? Ці во што? Ці ўсё хорошо, ўсё молодцы? Нет, здесь понятно, что разная позиция у всех. Все по-разному на это смотрят, но это нормально, у всех свой опыт, у всех своя позиция. И есть люди, которые понимают, что так не должно быть. Да? То, что у нас официальная версия того, что процент недовольных очень маленький, да? То, что выходит вроде бы там, это мы с вами считаем, что 150 тысяч, а выходит вообще 13, не больше.
Как бы, и каждое воскресенье все их меньше. И в процентном соотношении города это вообще ничто. И получают куда большее количество обращений на тему того, что просят прекратить вот этот беспредел, что шумят во дворах, слушают Цоя, вешают вот эти ленты, они портят фасады зданий. Как бы поэтому депутаты, получается, не могут стать на сторону меньшинства. Мы должны представлять интересы всех. Вот. Собственно, как-то так мы То работаем. есть это такая вот основная позиция, ну, большасці, скажем так, что все у нас нормально, выходят Опять-таки, маргиналы, я там, не могу проститутки. говорить про большинство, потому что нет возможности встретиться со всеми. То есть, да, нас 50 человек, и вот так вот прям со всеми собираться, не знаю, может, это не принято так в практике. С теми людьми, с которыми я пообщалась, да, я слышала обе позиции, да, и то, что беспредел нужно прекращать, нужно работать, нужно чего-то добиваться, но это достаточно проблематично, когда приходят стандартные ответы, ну, в первую очередь депутатам, да, мы ровно тоже транслируем, получается, нашим гражданам. И это уже в какой-то момент стыдно становится писать одно и то же. И слышала позицию того, что да, я конкретно не права в своем выражении, в том, что вообще говорю сейчас про это вот с вами, то, что нужно поддерживать порядок в стране. Ну, по вялікаму рахунку тады атрымліваецца, што вот, ну, тыя людзі, якія кажуць пра тое, што трэба падтрымліваць парадак у краіне, ну, яны фактычна падтрымліваюць дзеянні там ОМОНа, вот, міліцыі і вось гэтых вось незразумелых людзей у цывільнай вопратцы, якія бегаюць і лупцуюць усіх. То есть вот гэта, на іх думку, ўсё нармальна і так вот хай адбываецца. Наверное, так. Ну, я не могу говорить за всех, что они там думают. Просто, возможно, есть такой момент, что они считают это оправданными мерами. Да? То есть, если бы не пресекли сразу жестко на корню, как бы распространенная версия, у нас бы был блицкриг, да, цветная революция, и они, наоборот, стоят на страже вот, да, спокойствия мирных граждан. Ці можна, ну вот атрымліваецца, што вот гэтае пытанне так і не разгледзелі. Да. Ну вот не разгледзелі яе, ці ёсць магчымасць, вот у вас як дэпутата, вы тады сказалі: ах так, я зараз выйду на сцэну, ой, выбачаюся, на трыбуну і ўсё раскажу, як я гэта бачу, якія ўражанні я сама маю, як я хадзіла на гэты ж самы мітынг і колькі людзей я там бачыла, раскажу тыя гісторыі, якія мне расказвалі людзі, вот, напрыклад, мае ж выбаршчыкі, якія трапілі там на Акрэсціна ці в Жодзіна ці яшчэ куды-нибудь. Вот ёсць такая, была такая думка, і ці ёсць такая магчымасць? Сразу скажу, что такой возможности нет, потому что мне скажут, что мое выступление не по повестке дня. Значит, мне нужно свое выступление включить в повестку дня. Да, а тут у нас могут быть проблемы даже с официальными ответами президиума, которые говорят о том, что будет включен тот вопрос или иной в повестку, и он оказывается не включен. Плюс есть все-таки такой момент, что еще один момент. Когда ты можешь говорить, и тебя не перебьют, да, то есть чтобы донести свою мысль, сначала должна быть часть монолога и потом диалог. Но у меня случилась один раз ситуация, когда я только начала говорить, и мой монолог закончился, начался монолог другого человека, и диалога вообще не случилось. Как бы здесь же вопрос в эффективности, хочется, да, именно донести свою мысль. Я думаю, что так именно на сессии не получится. То есть вот нават просто выйсці і сказаць сваім калегам по дэпутацкаму корпусу, нават не ў прысутнасці журналістаў, бо я нават не памятаю, каб былі ваши там сессии ў прысутнасці журналістаў. Ну, они как бы открыты, просто, может, не приглашают, да, не особо интересно. И вот нават просто вот с коллегами поделиться, ну,
не ў кулуарах, а на такім афіцыйным узроўні магчымасці няма. Официальный ответ – депутаты вне политики. Депутаты местных советов должны решать вопросы на местах. Слухайте, а вам вот не падаецца, што гэта глупства несусветнае? Депутаты па-за палітыкай. Вот депутат гэта не работнік выканкама, які прыйшоў выконваць там бухгалтер сядзіць які-нибудь. Депутат гэта, ну, ва ўсім свеце гэта палітык, які выбираецца. Да, у нас не партыйная... У нас не так. Надо с этим, наверное, смириться, что Хорошо. депутаты вне политики. Калі депутат не палітык, то ён хто? Оппозиционер. Не-не-не, вот депутаты палітыкай не займаюцца. Да, местных советов. Мясцовых советов не займаюцца палітыкай, то есть яны не палітыкі. Да. А хто яны тады? Вот депутат, ён хто? Общественные деятели, да, вот какой-то трансформатор переходник, да, между гражданами и администрацией, да, что-то среднее. Вот где-то ЖЭС, где-то администрация, мы где-то посерединке. Ну, лично мое впечатление. А навошта? Калі можна пайсці адразу ў Да, ЖЭС? Там... можно, но мы выступаем, наверное, ускорителями, да, и как бы за время работы депутаты нарабатывают определенное количество знакомств в районе, и это может ускорять процесс в плане даже, что не писать официальные запросы. Чтобы не выдержать вот этот срок, можно напрямую обратиться к человеку, который этим занимается, и узнать сразу ответ готовый. Угу. И не ждать положенное по регламенту там несколько дней. То есть вы, атрымліваецца так, вы калі такі актыўны депутат, не палітык, познаёміліся з усімі там большасцю сваіх выбаршчыкаў на акрузе, часто там бываеце, там все, завялі знаёмствы паўсюль, і то есть тады такі ўзровень вырашэння пытанняў. Да вас падыходзіць там бабушка і кажа: Олечка Дмитриевна, а дапамажы мне там вот у пад'ездзе лямпачку вот поменять, а то вот руки не доходят. И Олечка Дмитриевна, тоже знакомство завёўшы, выходит и говорит там: Петрович з ЖЭСа, ну зрабі ты, ну по-сяброўску. И то есть вот так вот это все так и працуе. Может, да, это одна часть, либо другая, что люди не знают, куда идти. То есть это сейчас появилась, да, такая очень общая служба 115 БЕЛ, да, не так давно. И опять-таки это актуально для людей более молодого возраста, которые пользуются интернетом активно, да, а если есть какие-то вопросы, и они не знают, куда идти, им проще обратиться к депутату. И даже просто объяснить, куда вот со своим вопросом им нужно пойти. То есть даже такой, ну, консультативные у меня такие, да, были приемы, когда мне звонили и спрашивали, что вот, а что нам делать вот в такой ситуации. Я предлагала обратиться вот конкретно к человеку, который, я думала, считала, занимается, точнее, в его компетенции решение этого вопроса. Добра, вось Дмітрый Белякоў піша: цікава, як там справы сярод дэпутатаў, ці ёсць у іх магчымасць неяк знутры падтрымліваць нас, простых грамадзян Беларусі. І это мы зараз да пытання ўсё ж такі, ну, вашых паўнамоцтваў. Вот якія яны? Вот ёсць у вас магчымасці падтрымліваць грамадзян Беларусі? Да прыкладу, вот вы маеце, есть же такое понятие, як депутатский запыт. Вы можете написать депутатский запыт, які не могуць праігнараваць і які по ідэі, на які не павінны даваць адпіску, накіраваць у следчы камітэт і сказаць, чаму до гэтага часу не заведена ні адна крымінальная справа по фактах превышения полномочий силовиками. А что, вы не знаете ответ? Ведутся следственные действия. Во избежание, как бы, чтобы не наказать невиновных, да, чтобы установить все факты досконально нарушения, это все очень долго. Там, возможно, какие-то технические неполадки, да, знаете, там где-то видеокамеры не работали. Нужно все опросить, собрать. А так как сейчас очень много обращений, они стараются на максимуме своих сил все делать, но пока конкретных цифр предложить нам не могут. И мы на это ничего не сможем сделать. Добра, вот просто попрацаваўшы вот у гэтай сістэме колькі з 18-го года, там атрымліваецца 2,5 гады, у вас не склалася ўражанне, што вот вы как бы займаецеся
непатрэбнай справай, што вот дэпутаты ўвогуле, можа быць, і не патрэбны, каб яны былі? Ці патрэбныя, але не такія дэпутаты? Знаете, очень сложно сказать. Мы сейчас говорим, опять-таки, чисто о моих впечатлениях. Да. Тут сыграл еще, наверное, тот фактор, что я не могу сказать, что я была хорошим депутатом. Мне кажется, есть большой процент людей, которые делали куда больше, чем я для района, которые этим живут. И, возможно, я там не выкладывалась на 100%. Но, опять-таки, это чисто мое ощущение. Возможно, что я не готова оказалась морально к решению определенного рода вопросов. И как студентка, которая 6 лет жила в общежитии, я не знала, как работает ЖЭС. Да, и когда люди идут там с вопросами температурного режима в доме, и объяснять, вот, кстати, бабушке, да, напрямую, что у нее просто деревянные стекла, и, ну, простите, у нее будет держаться этот минимум разрешенный. Я сама окна не поменяю, да. И мне казалось в какой-то момент, что, может, я не нужна своему району. Но это было мое личное ощущение. Как у остальных? Давайте вернемся до ситуации, что калі вы вырашылі, что ну раз так немагчыма нічога зрабіць, немагчыма нічога змяніць у гэтай сітуацыі, і дэпутацкі корпус не робіць у гэтай канкрэтнай сітуацыі тое, што ён павінен, як нармальныя, калі яны прадстаўнікі народа рабіць. Вот вы вырашылі сысці, напісалі заяву: я сыходжу з пасады дэпутата Мінгарсавета. Што вам адказалі? Реакции сначала не было никакой. Потом, по прошествии почти месяца, мы встречались с руководством, понятно, это были обсуждения, были вопросы, наконец-то попытались узнать мою позицию, почему я же не расписывала там в 5 страницах, почему я решила уйти. Там была достаточно общая фраза, что я в текущей ситуации не могу дальше оставаться в составе депутатского корпуса. Вот. Я общалась, соответственно, слушала позицию руководства, да, других людей, которые входят в госструктуры. И, возможно, я надеялась, что у нас возникнет определенное взаимопонимание, и мы сможем это решить, потому что все-таки мое заявление – это был какой-то жест отчаяния. Просто. Вот вы сказали, да, что там депутаты не делают. Проблема-то в том, что делают, но этого недостаточно. Мы не добиваемся того, чего людям в первую очередь хотелось бы. Конкретных результатов, конкретных ответов. И кто-то пытался меня переубедить. Да? И вот по прошествии месяца вообще оказалось то, что мое заявление не имеет под собой никаких оснований, и его абсолютно законным способом можно проигнорировать. Но про это почти целый месяц мне ни слова никто не сказал. Дарэчы, вось наконт гэтага, тое, што дэпутаты па-за палітыкай, што яны не палітыкі, вось тут адразу нам Дмітрый Шароўскі скідывае: артыкул 2 рэгламента Мінскага гарадскога савета дэпутатаў. Мінскі гарадскі савет дэпутатаў – дзяржаўны орган для рашэння сацыяльных, эканамічных і палітычных пытанняў мясцовага значення. Я это знаю, но я вам ответила ответом, который услышала на свой вопрос. Добра, так атрымліваецца, што вось па вашай заяве звольніць з дэпутатаў вас адмовіліся. Нельзя. То есть немагчыма. Якія ёсць магчымасці? Их на самом деле не так много. Это по физической болезни, либо какой-либо другой, когда депутат просто не сможет осуществлять свою деятельность, да, в силу вот каких-то ограничений. Это вследствие уголовного дела, да, по решению суда, и отзыв путем инициирован избирателями. В моем случае, я думаю, мне как раз-таки подошел третий вариант. Я ведаю, што зараз вельмі актыўная вот сярод людзей гэтая ініцыятыва адклікаць дэпутатаў. Хто вот
у вашым канкрэтным выпадку першымі хто срэагаваў, вы сказали людцы забярыце мяне адсюль, ці людзі сказали вот что-то Ольга Дмитриевна как-то вот вы неактыўна там отстаиваете наше меркаванне. Нет, вы знаете, я была первая, и собственно, мне кажется, это и был вот этот шок у людей, в первую очередь, у тех же моих избирателей. Они от меня такого не ожидали, в принципе, и это первый случай, я так понимаю, вот в нашей истории, да, что депутаты не просто отзывают, а он просит себя отозвать. І не просто таму, што у яго там, ну, скажем так, не хапае часу на дэпутацкую працу, прычым я нагадаю, што дэпутаты Мінгарсавета і ўвогуле мясцовых саветаў за сваю дзейнасць дэпутацкую ніякіх грошай і заробкаў не атрымліваюць. Не просто сказаў, надакучыла, мне пайду я адсюль, а вот менавіта з-за палітычнай пазіцыі. Да. Гэта дакладна ўпершыню такое. Да. Вот я сказал про тое, что актыўна зараз адклікаюць. Я думаю, что зараз фактычна па ўсіх районах, выбарчых округах Мінска зараз такі працэс адбываецца. Но начали с палаты представителей. Да, пачалі з палаты прадстаўнікоў, але і тут таксама, просто я да чаго вяду. Вы ж тут не ведаеце, як там рэакцыя сярод дэпутатаў палаты прадстаўнікоў на гэтую ініцыятыву. А вот сярод дэпутатаў Мінгарсавета, якая была рэакцыя людзей, калі яны дэпутатаў, калі яны даведаліся, што іх выбаршчыкі збіраюць подпісы за іх адкліканне. Да вы что, обалдели? Вы там, кім вы себе лічыце? Нет, нет, я, если честно, не знаю даже пока прецедентов отзыва именно, ну, сбора подписей, отзыва именно Мінгорсавета. Сама ініцыятыва, вот яна стала вядома. Вот людзі збіраюць. Да, пакуль што такого прэцэдэнта, што сапраўды людзі сабралі, гэта разгледзелі і дэпутата адклікалі, такога яшчэ няма. Нет, конечно, потому что тут есть большой подводный камень. Да, але мы про яго пазней. Але вот сама вот стала вядома, што людзі збіраюць подпісы. Якая першая рэакцыя дэпутатаў? Тых, супраць каго збіраюць подпісы? Вы знаете, мне кажется, могла быть обида. Действительно обида, потому что ну, люди, во-первых, работают, да, они делают многое, и вот если я ухожу по политическим мотивам, они не видят причины прекращать свою деятельность по политическим мотивам, потому что они считают, что у них все под контролем в выверенном районе, и как бы, а зачем уходить, если все хорошо? Ну, то есть они, наверное, к этому шли, они этого добивались, они получили поддержку граждан, а сейчас они должны уйти просто потому, что они не согласны. Атрымліваецца, што людзі прынялі вось гэтую сітуацыю, што самае галоўнае, каб былі лавы добрыя у іх выбарчай акрузе, каб былі там парадачак на вуліцах, плітка перакладзеная, там можа быць пад'ездах лямпачкі паўсюль гарэлі. Вот это галоўнае. А вот то, што там вот нешта там вот з палітыкай звязанае адбываецца, гэта не наша, гэта па-за нашай кампетэнцыяй, я на гэта не рэагую. Ну, вы знаете, это же вопрос расстановки приоритетов, потому что мы не можем отрицать того факта, что все мы эгоисты. Очень большие эгоисты. Я точно про себя могу сказать, что я, мне кажется, тут одна из самых больших эгоисток, потому что я действую сейчас только ради своего комфорта. Вот только для меня комфорт заключается в том, что я могу спокойно выходить на улицы, независимо от происходящих событий. Мне не нужно читать телеграм-каналы и выстраивать маршрут своего посещения, чтобы, не дай бог, куда-то не попасть. А люди, которые там живут не в центре города, или мы сейчас, например, не берем вообще Минск, а берем остальные города, их в Беларуси очень много, и они продолжают жить, работать, им, наверное, не особо-то на их жизнедеятельность влияет политическая ситуация. Ну, если это там вот не связано как-то с курсом доллара, то есть сразу ощутимо, чтобы вот был какой-то фидбэк. Поэтому, да, я думаю, у них просто по-разному расставлены приоритеты. І вось вы звярнуліся да сваіх выбаршчыкаў з тым, каб яны
адклікалі вас з пасады дэпутата. Падчас учорашняй сустрэчы з выбаршчыкамі гучала гэтае меркаванне, і вось уже не адзін раз у каментарах зараз я таксама на яе натыкаюся. Я зараз просто працытую. Ну вот, да прыкладу, Светланка піша: Ольга, бачыла вашу размову з вашымі выбаршчыкамі, вельмі ўражаная тым, што вы не выбачаецеся, што вы не извіваетесь нібыта вужака на патэльні, як іншыя вашыя калегі, а праўдзіва называеце чорнае чорным, а белае белым. Ну і яшчэ, Ольга, не сыходзьце, вы будете больш карыснымі ў статусе па-сапраўднаму народнага дэпутата. Арганізуйце па магчымасці сустрэчы і сходы, асвятляйце дзейнасць Мінгарсавета, каб ён не расслабляўся. Такім чынам, вось калі выявілася, што вы сапраўды народны дэпутат, што вы разумееце сваіх выбаршчыкаў, што вы разам са сваімі выбаршчыкамі ходзіце на маршы салідарнасці з плакатам, то чаму б вам сапраўды не застацца там і не адстойваць інтарэсы сваіх выбаршчыкаў? Понимаете, в этом-то и проблема, да, что мы с вами сейчас озвучили актуальные вопросы для граждан, там, конкретно моего округа, актуальные вопросы для меня. И этот месяц очень наглядно показал, что мы не имеем результатов по всем этим вопросам. Мне стыдно людям писать о том, что какие-то вопросы не в моей компетенции. Мне стыдно людям писать о том, что их дела рассматриваются, и им будет дан ответ в установленном в законодательстве порядке. Все, что касается деятельности Мингорсовета, вы тоже должны понимать, что это не регулярная работа в плане каждый день, да, мы не собираемся, у нас сессия, вот была одна в сентябре, следующая запланирована только на конец октября, да, то есть вы представьте, целый месяц, сколько чего может происходить, и есть ли смысл ждать этот месяц, чтобы потом оказалось, да, что как-то вопросы не будут вынесены в повестку, которые нас волнуют, просто там в последний момент может оказаться, что мы недостаточно хорошо подготовились, что мы там вот пропустили какой-то пункт в законодательстве, который нам запрещает, ну вот, какое-то вот представление, еще что-то. То есть это вот моя позиция, мое видение того, что я не смогу ничего сделать, и я не вижу смысла обманывать людей в том, вы знаете, для галочки писать эти ответы. Но мне это в первую очередь неприятно. Но вы слышали, я сказала людям, если вы против моего заявления, да, против моего отзыва, это, естественно, ваше право. Но если вас устраивает вот такое положение дел, да, с верой, что вдруг что-то изменится, я готова писать эти ответы. Только вот результат опять нулевой. Дарэчы, я хацеў ўсё ж таки, паколькі вы 2 гады займаліся нейкім добраўпарадкаваннем свайго выбарчай акругі, ведаеце, што да чаго, от, ну, у чыста такім гаспадарчым плане, і людзі пытаюцца, і мне таксама цікава вось гэтая сітуацыя, ну, можа быць, хаця бы не як дэпутата, як чалавек, вот вы адкажаце. Гэтая сітуацыя з бел-чырвона-белымі сцягамі, якія людзі вывешваюць у вокнах ці на балконах, лентачкі, якія вывешваюць на там плоты, там на нейкія агароджы, там ці яшчэ што-небудзь. Прыязджаюць невядомыя людзі, зрываюць это ўсё. Камунальнікі, ну добра, там на нейкай агароджы это адно. Калі прыязджаюць і зрываюць з балконаў, прыганяючы тэхніку для гэтага, калі прыходзяць у кватэры і прымушаюць зняць это ўсё. Вот наколькі гэта ўсё законна? Вы знаете, я так боюсь сейчас говорить что-то про закон, потому что все ответы, которые пишут же, да, все запросы граждане,
Им отвечают, что как раз-таки согласно действующего законодательства у нас там запрещено использовать негосударственную символику, есть законы, правила содержания фасадов жилых домов, да, чтобы не создавать какие-то аварийные ситуации, противопожарная профилактика, опять-таки нарушение общего ансамбля двора, и эти люди действуют по закону, по их ответам. Поэтому, Добра, а по-чалавечы? ну, мне кажется, это ерунда сплошная. Ну, правда. Ну, хочет человек повесить флаг у себя на балконе. Возможно, он оскорбит чувства соседа, но, с другой стороны, это его квартира, и как бы он там хоть голышом может ходить, забунтавшись в этот флаг, это исключительно его дело. Как бы, я вижу в этом, наоборот, некий праздник, потому что у нас дома обычно украшают только там, к Новому году, да, какие-то гирлянды, еще что-то. Мне кажется, это очень радостно видеть что-то яркое по окнам, вот эти ленточки. Лично меня, как человека, это радует. Это очень сильно объединяет людей. Мы становимся более доброжелательными, не замкнутыми. Ты больше общаешься с соседями, потому что ты как бы видишь человека, скажем так, это группа по интересам так быстрее образовываются. Поэтому... Мне просто вот дзіўная вось гэта сітуацыя. Калі зімой намітае снегу, то нам рассылаюць смс-кі, а прыбярыце-ка вы, навядзіце парадак на стаянках каля сваіх машын, а разграбіце-ка вы снег у сваіх дварах, а збярыце-ка вы лісце, а ўпрыгожце вы самі там сваю дваравую тэрыторыю. А калі зараз людзі выходзяць і ўпрыгожваюць, як яны хочуць дваравую тэрыторыю, то знаходіцца нехта, які лічыць, што вот... Подождите, видите, вы сразу сами ответили на свой вопрос. Люди облагораживают территорию, как им хочется, а не так, как надо. У нас же есть вот наше любимое советское слово «надо» и «должен». Кому-то надо. Да, неважно, просто «надо» и «должен». Атрымліваецца, што у нас как бы ёсць абавязкі, а с правами вот как-то вот... Нет, вы знаете, они у нас тоже есть, только вот вопрос в том, что они, наверное, не так сейчас актуальны почему-то стали вдруг. Ах, цяжка вам, цяжка. Добра. Я вот не дае мне спакою адна думка. Ёсць у мяне добры знаёмы, завецца ён Дзяніс Дудзінскі, который выказаў сваю пазіцыю, напісаў заяву і сышоў з Белдзяржтэлерадыёкампаніі. Потым ён выйшаў на там акцыю, там, скажем, вот, падтрымаць краму нацыянальнай сімволікі Сымбаль-Бай, выклаў там селфі адтуль, дзе-то быў яшчэ на іншых маршах, відаць, салідарнасці. І вот ні з таго, ні з сяго прыехалі і забралі, і сказалі, а гэта помста табе і за твою пазіцыю, і за тое, што ты вот так вот нам здрадзіў, нашай сістэме, у якой ты вот працаваў. Ці не будзе такое ж стаўленне і да вашага рашэння, і да вашых дзеянняў? Я думаю, оно уже есть. Ну, то есть в неформальной беседе я уже наслушалась о себе много чего хорошего, и, ну, в кавычках, да, хорошего, и про свою позицию, и про свои слова, и наше любимое слово, то, что я крыса, да, националистка, оппозиционерка. Ой, разбегаюсь, да все никак не убегу. Простите. Вы, оказывается, еще националистка. Да, то есть, конечно. Калі вот, люди хочуць справядлівасці, праўды і пакарання вінаватых, то гэта адразу крыса, нацыяналіст, ну і ўсе астатнія там алкаголік, наркоман. Тунеядец, да. Да, да. На самом деле такой очень серьезный вопрос национализма, потому что в какой-то степени, я сейчас боюсь сказать глупостей, за что меня потом в сети будет полоскать, можно считать людей, которые выходят на марши, националистами. Я сейчас поясню. У нас очень долго не было определения
как белорус, самоидентификации. То есть люди сами себя не ощущали. Вот не было какого-то понятия нация, да, вот национальный дух, единство, братство. Ну, опять-таки, может, я этого так не ощущала. И всем эти известные анекдоты, что за границей, когда спрашивали, вы откуда, я из Беларуси, это где? Это рядом с Россией. То есть не было такого понятия, все, вот Беларусь не требует никаких конкретных фактов, кроме того, что вот мы в Беларуси, мы в центре Европы. Это ваши проблемы, что вы нас не знаете. Не было такого. Сейчас наоборот. Происходит активный рост использования белорусского языка. Происходит активный рост интереса к истории, не к шапочной истории, которую мы там все пролистываем в школе, да, либо там на первом курсе университета, а более доскональное изучение, да, и даже вот с этим бело-красно-белым флагом, я думаю, до событий августа 2020 года мало кто интересовался вообще, откуда он пришел, как он к нам пришел. Все считали, что там это вот там из ВКЛ где-то, да, вот эти все байки рассказывали про кровавую повязку, а потом вот оказываются факты, да, что в начале вот 20 века, когда об СССР становилось, то есть прям были разработки, как что использовались, то есть происходит такой всплеск к истокам, вот я считаю, это вот в хорошем смысле понятие национализма. Я не вижу сейчас в этом слове плохих каких-то качеств, потому что сейчас мы гордо говорим о том, что мы белорусы. Мне кажется, это замечательно. Цалкам з вами згодны, таму што ну как-то ведаеце быць тутэйшымі, як пісаў класік, ці рускімі са знакам якасці, ну уже надакучыла быць, хочацца быць нацыяй, да. А нацыі неабходна ўсё ж таки пэўная частка вот самоопределение, да, то есть ну как бы национализм это что? Определение нации. Вот мы имеем сейчас нацию белорусов, чему я очень рада. Добра, на заканчэнне все ж таки, вот я ведаю, что люди все ж таки хоть и вырашили спочатку, что не такого депутата надо оставить, потом все ж таки собрали подписы. Я думаю, что збяруць яшчэ больш, там вам паабяцалі мясцовыя актывісты дапамагчы, говорят, ну хорошему человеку чаму ж не дапамагчы. И вот вы сыходзіце, все ж таки вы готовыя до того, что як прыедуць і як Дудзінска того ж самага забяруць і там суточек 10-15 на Крестина. Ой, ну знаете, главное, чтобы не уголовное вашей дело. выборочной округе, до речи, да? Да, вы же слышали, мне вчера пообещали, что если что, мне будет передатчики носить и очень ждать. На самом деле это страшно. Страшно, что в 21 веке законопослушный гражданин, который просто имеет другое мнение, и он его как-то выразил, может попасть в тюрьму. И вот эта вот уравниловка, да, я не считаю, что я стою на одном уровне с людьми, которые крадут, убивают, насилуют. Почему меня приравнивают вот к этим гражданам за свою позицию? Я никак не врежу никому. То есть сейчас век технологий, пожалуйста, не хотите слушать мою позицию, не слушайте, не смотрите, не читайте новости. Я никому не навязываю свою точку зрения. Я просто вижу, что я не одна. И, конечно, мы оцениваем все риски. Мне бы очень сильно не хотелось. Но, как знаете, у нас нет гарантии, что все будет хорошо. Ну, як вы верно заўважылі, прынамсі вашыя выбаршчыкі паабяцалі вам з сабойкі прыносіць туды. А вот ваше стаўленне. Да, вы былі на адным з першых маршаў салідарнасці. На всех. На ўсіх. Я так разумею, что далейшее мое пытанне, ці будете працягваць хадзіць, уже лишнее. Да. Ну, просто первый марш, он был достаточно знаковым в плане, потому что он был первый, да, потому что я вышла туда как депутат. А дальше я хожу как обычно гражданка Республики Беларусь. Я не вижу смысла выделяться, потому что мы сейчас все по своей степени уникальны и едины в своем мнении. Ну, а вы думаете, яны вот гэтыя маршы, яны маюць сэнс?
Я думаю, да, в первую очередь для самих людей. Это очень приятно видеть, что ты не один, да, то, что ты, простите, не знаю, можно ли у вас ругаться в эфире, не дурак. И Ну, то, это ж что- не матное ну, слово. Вдруг. Это очень приятное ощущение. Я думаю, вот эта вот поддержка, которая исходит в первую очередь от людей, очень важна для силы духа, потому что это единственное, что осталось у белорусов. Ну, а з дапамогай вот гэтых мірных акцый пратэсту атрымаецца у людзей дамагчыся таго, што яны хочуць, дэмакратычных змен у краіне? Опять-таки, я не знаю, видите, у нас каждый день приносит что-то новое, и какая-то происходит перестановка. Я думаю, опять-таки, самое важное, что показывает это марши, то, что просто так ни на что нельзя закрыть глаза. И люди будут выходить до последнего, потому что сейчас молчание – это знак согласия, а мы не согласны. Дарэчы, каб ведаць людзям, якія зараз збіраюць подпісы за адкліканне свайго дэпутата, вы сказалі, ёсць падводны камень, конечно. які? Вот собрали люди подписы, кажуць, ты нас не задавальняешь. Вот, нужно обоснование. Очень четкое, весомое основание того, почему вы снимаете депутата. То есть он должен плохо, либо вообще не исполнять свои обязанности. Поэтому, ну, тут вот и возникает вопрос, что нужно собрать доказательную базу. То есть, чтобы выйти оттуда, нужно сказать, не просто сказать, а доказать, что ты плохой депутат. С таким чынам, калі людзі прыходзяць з такой думкай ці з такім аргументам, што ён не стаў на бок народа, ён ніяк не падтрымаў сваіх выбаршчыкаў, калі выбаршчыкі, там, скажем, калонай строіліся і шлі ў цэнтр на марш салідарнасці, это не пракаціць. Это не прокатит. Ці, скажем, ён не дамогся адказу ад нейкіх там адпаведных органаў на наши скарги, не добіўся Ну, расследования. скажут, это один единичный случай, а 2,5 года, вот вас же все устраивало. Поэтому это должно быть что-то очень весомое, и это то, что неприятно, наверное, в первую очередь мне, как, не знаю, возможно, какой-то максималистке, да, сказать, что я плохая. По выніку учорашняй сустрэчы з выбаршчыкамі, па выніку сённяшняй нашай размовы і тых каментароў, якія я вам чытаў, вось нават Бор піша: Цісакову адклікаць не будзем, прынцыпова, маладзец, не баіцца казаць праўду. Вот чытаючы такія каментары, слухаючы ўсё, не перадумалі? Нет. Еще раз повторюсь, я большая эгоистка, я за свой психологический комфорт. А вы представьте, прийти и сказать, что меня это не устраивает, но при этом остаться, и мне же это будут припоминать еще 1,5 года. Ну, совсем меня не жалеют избиратели. Дарэчы, ведаеце, што шмат хто піша вот зараз, я магу нават паказаць, депутату Ольгу Цісакову, прэзідэнты Беларусі. Добры задел на будучую палітычную кар'еру. Вельмі прыгожая дзяўчына, разумная, усе б дэпутаты былі такімі. Ольга Цісакова цалкам можа быць будучым прэзідэнтам Беларусі. Это что за дифирамбы тут? Я не придумляю, вось калі ласка. Причем розныя, не один и той же комментар, я вам розных вариаций. Это все фейки, вы ничего не понимаете, это боты. Тролли. Адзінае да вас патрабаванне, каб вы ўсё ж таки вывучылі другую дзяржаўную мову. Докладнее. Вы знаете, да, я ее знаю, просто за счет того, что мы ее не используем, я, честно, боюсь опростоволоситься. Но будет уже стыдно, если я заговорю и заговорю плохо. Но я обязательно поработаю со словарем. Слухайте, вот на вашем месте, 10 там вот до 9 числа, не памятаю уже докладную лічбу, сидела Светлана Тихановская, якая таксама говорила по-руску. Але калі вот я задал подобное пытанне, яна хай с помылками, але добра Пачала адказала. размаўляць по-беларуску? Да, это кажуць, Лукашук так уплывае, псуе людзей, што яны пачынаюць говорить по-беларуску. Ну так это добры ўплыў. Ну вось бачыце, о, так выдатна атрымліваецца. Таким чынам, другі прэзідэнт пасля Светланы Тихановской Не-не-не. Беларусі. Мне еще 10 лет, подождите. Ну так я же кажу, другі пасля яе.
10 лет это долго еще. У нас много чего может измениться. Ну, у вас есть добрый шанс, і от яшчэ добра так папрактыкавацца і ў мове, і юрыдычную базу, палітычную, ўсю там Досконало. дасканала. Такім чынам, чалавек, які апошнія дні адбывае такую Только не скажите, что на свободе. Я вам пожадаю, каб все было добра. Ну, вы ж ведаеце, як там у нас любяць казаць там ад сумы і ад акрэсціна, да? Ну, а с другой стороны, делай, что должен, и будь, что будет. Галоўнае рабіць гэта сыходзячы з сваіх прынцыпаў і ў адпаведнасці са сваімі ідэаламі, калі яны ёсць. У Вольгі Цесаковай як выглядае яны ёсць. Дзякую вам за вашу пазіцыю. Вольга Цесакова пакуль яшчэ дэпутат Мінгарсавета, але думаю, што калі не па патрабаванні выбаршчыкаў, то пасля такіх вось інтэрв'ю дакладна выпкнуць ее, скажуць, не трэба нам такая неудобная в быту. Вам вялікі дзякуй. Дзякуй вялікі. Вольга Цесакова, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё яе прамовы, і беражыце сябе.